Всем доброго времени суток! Сегодня проект мы вам покажем находится на приусадебном участке. И неспроста. Ведь именно весна считается самым лучшим временем, самым любимым временем для любителей огорода, для дачников. И сейчас, в этот период, конечно, здесь хватает работы. Но сегодня мы поговорим о самой главной ягодной культуре нашей республики – это черная смородина. Такие кустики есть у многих дачников на участках, но о ней заботиться, конечно, необходимо не только весной, а круглогодично. И знать определенные секреты. Сегодня своими секретами с нами поделится Иннокентий Аполлоныч Федоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Иннокентий Аполлоныч, ваш участок для нас это кладезь знаний, да? И, конечно, сегодня я уверена, что наши телезрители получат полезную информацию. Черная смородина – это основная ягодная культура, которая поставляет витамины к скудному рациону, скажем так, северян. А то, что фрукты нам завозятся, они едут нам издалека, и при этом они теряют до 80% биологически активных веществ, витаминов. А если мы выращиваем смородину на своих подворьях, дачных участках, это 100% сохранности витаминов. Какие же приемы, да? Какие приемы сначала? Это надо очищать старые листья. Мы видим, у вас очень чистенько. Да. Полностью все снимаем. Буквально ползать вокруг растения, руками выгребать из-под растения. Почему мы это делаем, да? Дело в том, что в листьях, они слоем, достаточно толстым слоем лежат, да? В листьях они сохраняются личинки, яйца и сами вот эти взрослые особи всяких клещей, трелей, вредителей всевозможных. Убираем вредителей. листву. Убираем эту старую листву, далеко убираем. Я их сжигаю в специально отведенном месте. Так, а это мы убираем по весне? Вот, то есть, это когда снег по сошел. весне. По весне. И что делается еще по весне? Сразу после схода снега у меня имеется специальная 200-литровая бочка, имеется кострище у меня, да? На этом кострище приспособленное я кипячу 200 литров воды. Оттуда лейкой я поливаю вокруг растений и быстро-быстро и сами растения. Опять же, это делается для уничтожения вот этих вредителей. Хорошо, облили кипяточком, да, заранее? Ну, это уже прошедший это этап. сразу после схода снега. Это буквально 2-3 дня. Хорошо. Потом, значит, убрали листву ненужную. А вот в этот период времени что мы делаем с кустиком? В этот период времени мы смотрим осмотр растения. Да. 20 побегов должно быть. Поэтому вот старые побеги, они видны. Старые побеги. Толстые, почерневшие побеги. Вот он. Яркий пример. Покажем? Ага. Вот. Вот этот побег под самое основание остатки старых прошлого года. Темно-серые все толстые убираем. Мы их убираем. Жалко безжалостно убираем. Безжалостно. Вот я вижу еще. Вот они у вас отрезанные, да? Все? Вот, видите? Отрезанные. Прям по цвету отличается. Потом убираем те побеги, где мало веток. Тут, правда, у всех есть ветки. Вот, допустим, побег, да? Наверху только есть почки. Их тоже можно убрать. Потому что мы должны оставить 20-25 плодоносящих побегов. Лишнее их достаточно. Смородина такая быстро восстанавливаемая культура. Свежие, новые побеги, они быстро появятся. Поэтому не жалеем. Не жалеем. Убираем. Четвертый прием, да? Четвертый прием. Верхушки длинных побегов, где мало веток, да? Ну, допустим, вот этот. Верхушки, две почки, 2-3 сантиметра буквально, да? Срезаем. Опять все срезаем? Срезаем для чего? Когда мы срезаем, тем самым стимулируем появление боковых веток, на которых появляются ягоды. Все понятно. Опять же, это прием необходимый для повышения продуктивности. Приходится, у меня 8 растений, да, допустим, целый день посвящается.
внимательно, кропотливо. По веточкам Ага. все дела. Ну а теперь еще какие-то манипуляции можно сделать Да, именно весной? Весной вот я забыл 5-й прием, да? Мгм. Вот вы видите кучу перегноя, да? Да. Это конский перегной, свежий при этом. Мгм. Его брали мы прямо с этого загона, где содержались лошади. Почему мы берем в загоне? Он уже измельченный сам по себе. Ага. Не надо его перетирать через сито, он сам по себе уже, его Измельчен. можно вносить. Мгм. Надо подкармливать смородину. Смородину подкармливают не под корень, а на расстоянии где-то 30-40 сантиметров от основания. То есть вот А. на расстоянии, где-то Вот в на этом таком районе, расстоянии. да? Вот так где-то. Ага. Вносится тонким слоем, Мгм. 1-2 сантиметра, и при этом его надо быстро заделать в почву. То есть одновременно провести рыхление. Вот где-то вот на этом расстоянии, Да, да? да, От где-то на кустика. этом расстоянии. Сюда, значит, посыпали Почему мы его рыхлим, и да? вот так рыхлим. да? Перемешиваем Ага. вот с имеющимся грунтом, потому что азот перегноя, он испаряется, переходит в газообразное состояние. Это самый необходимый элемент, А. да, питания. Тем самым мы его в почву туда укореняем. Тем самым мы исключаем вот это вот Испарение. выветривание Мгм. полезных То есть веществ. вот тут насыпали и лопаткой сразу Лопаткой перекапываем не перекапываем. глубже 4 сантиметров. Все вот так поверхностно. Потому что всё. там поверхностно. Мгм. И хорошо даже немножко присыпать песком. Песком. Ага. Всё До того это ценный перегной. Вот Он очень видите, ценен. перегной тоже переводить нельзя, нужно грамотно им пользоваться. Песок Да? тоже немножко можно добавлять каждый год. Мгм. Можно добавлять еще растительную землю. Откуда брать растительную землю, да? Самая лучшая растительная земля, исходя из моего опыта и опыта моих учителей, это чернозем из соснового, из березовой рощи. Березовой рощи. Из березовой рощи. Ну вот отправляемся Вот, тогда. собственно, 5 приемов, которые, если вы будете выполнять, Мгм. которые гарантируют урожай. Урожай. Ага. Иннокентий Аполлоныч, давайте отметим все-таки какой-то сорт. Или это касается любых сортов черной Насчет смородины? сортов, да? Мгм. Черная смородина – это все сорта Мгм. местные, якутской селекции. Мгм. Наш институт биологии, да, он изучает биологию растений. Мгм. Смородины. Вот это вот охта, наверное, все слышали, Да. да? Вот два растения охты. 4 лет, 2 лет молодая охта. Мгм. Охта, между прочим, тоже это смородина. Да. Смородина дикуша называется. А вот этот кустик, которому 2 годика, уже плодоносит? А он уже в прошлом году плодоносил. Мгм. Выращен он из черенка тоже. Вот, да? Ага. Мгм. Не 2 года ему. 2 года он плодоносит. На. Ему где-то 4 года на самом-то деле. Мгм. Молодое растение считается. Каков же вот продуктивный период смородины? Мгм. Это в условиях Якутии он немножко длиннее получается, чем на Западе. Да. На Западе они вырабатываются через 10-15 лет, а в Якутии через 15-20 лет. То есть опять запастись же, это, терпением надо, да? Какое-то влияние, сочетание вот климатических наших особенных специфических условий. Мгм. Ну, то есть, Вот. по сути, вот весной мы обработали кустики, этого достаточно. Следующий сорт, да? Ага. Следующий сорт это якутская. Вот, да. Ага, гибрид черной смородины, малоцветковой нашей дикой, Мгм. центральной якутской и охты. Мгм. Получился сорт якутская называется. Работала в Якутском научно-исследовательском институте сельского хозяйства. Работала крупнейший селекционер, можно Якутии, можно сказать и России, Черткова. Мгм. Черткова Галина Алексеевна. Вот она. это. Ее с нами нету. Вот это ее сорт. Он поначалу назывался Альго по имени ее сына Алексей Гоголев. И очень хороший такой неприхотливый сорт, плодоносящий в любые годы. Многие культурные сорта, они бывают годы с июньскими заморозками. Они в эти годы
плохо плодоносят или вовсе даже не плодоносят. А альго, если альго есть, и за ним правильно смотреть, это гарантия того, что урожай смородины будет. Хорошо. Притом вкус у него очень такой специфический между охтой и черной смородиной. Варенье из охты, вы, наверное, знаете, да? Оно напоминает голубичное варенье. Да, очень. Хорошее такое варенье. И вкус альго с каким-то оттенком голубики, можно сказать. Но, Иннокентий Аполлоныч, визуально, в принципе, не различишь, да, по сути, кустики, но что-то мне подсказывает, что это уже другой сорт. Да, это другой сорт. Сорт называется Люция. Все слышали, наверное, Харакыталык, да? Харакыталык, опять же, Чертковой был создан, про которую я рассказал. А у Чертковой была и есть ученица, такая достойная ученица, Готовцева Люция Петровна. Она тоже селекционер, кандидат наук. И она создала вот прекрасный сорт Люция. И дала ему свое имя. Вот Харакыталык, о котором я уже упомянул, да? Харакыталык, он морально устарел, да? Сорта тоже стареют. Имеют, да, свойства? И проходит время, они начинают плохо плодоносить. И Готовцева, она решила его обновить. Обновила особенными селекционными приемами. Селекционно-семеноводческая проработка называется. Провела и получила обновленный Харакыталык. Обновленный Харакыталык – это сорт Люция. Вот, собственно, и три вида, три сорта с черной смородины, которые я выращиваю. Сейчас они неприглядны, они у меня невысокие. Да. У некоторых они вытягиваются из-за того, что не хватает света. Летом вы их не узнаете. Это будет громада листьев, обилие зелени и между ними ягод. Иннокентий Аполлоныч, а какой из способов размножения черной смородины самый лучший? Но в условиях, вот, опять же, нашего крайнего севера. У нас условия нелегкие, да? Очень суровая зима, засушливое, жаркое, короткое лето. И поэтому нам нужны такие скороспелые сорта, да? И в наших условиях по культурным сортам смородины применимы черенкование и размножение отводками. Черенкование делается весной. Это до распускания почек, до полного распускания почек. Это конец апреля, самый конец апреля, где-то до 15 мая, в зависимости от сорта. В зависимости от сорта. А летнее, оно еще называется зеленое черенкование, начинается 10 июня и длится где-то до 20 июня, то есть 10 дней. То есть понятно, что мы, значит, весной, да, черенкуем, летом черенкуем, и еще есть варианты. Круглогодичный этот процесс или нет? Нет, в принципе, его можно круглый год. Год делать. Даже зимой в комнатных условиях на искусственно созданных ящиках, прямо в воде можно черенковать, прорастить. Но дело в том, что выращенные в комнатных условиях растения изнеживаются. Ну да. И они плохо приживаются и плодоносят в условиях открытого грунта. Все понятно. На улице. Ну, значит, тогда смородину, нашу любимую красавицу, мы черенкуем весной, летом. И осенью. Осенью тоже возможно. Осенью тоже можно. Это наиболее продолжительный период. Да, его можно где-то с 20 августа вплоть до замерзания земли. Обычно это происходит в конце сентября. И это самый лучший способ? Это, ну, на мой взгляд, они все равноценны. Потому что у меня приживаются где-то 80-90%. Интересный процесс, давайте поподробнее о нем поговорим, да, и самое главное покажем, как правильно черенковать, потому что действительно куст смородины, ну, сейчас есть у многих дачников, да, у многих дачников. Ну, а вот как его размножить и сделать не один куст, а 10 кустов, конечно, здесь нужны определенные секреты, да, которые вот расскажет опытный человек.
Мы переместились на уже другой участок приусадебного хозяйства Иннокентия Аполлоновича, дабы показать еще один, да, сорт смородины. Еще один сорт смородины. Это сибирский сорт селекции Новосибирска, какой-то из научных учреждений Российской академии наук. Они получили прекрасный сорт ядреная. Название само по себе говорящее. Ягоды получаются буквально ядреные. Да? Спичечный коробок, 4 ягоды только помещается. Да вы что? До такой степени. Есть ягоды размером с виноградину, с вишню. Да. Ага. Мы были у вас летом как-то, да? Поскольку это растение из Сибири, оно еще вот не распустилось. Видите, почки только набухли. Да, по сравнению с нашей, да, якутской. По сравнению с нашими. Температуры для него не хватает. И мы его выбрали объектом для черенкования. Отсюда будем заготавливать черенки. Весеннее черенкование. Весеннее черенкование. Что же мы берем, да? Берем побег такой здоровый, молодой здоровый побег. Смотрите, вот почка 1-2 сантиметра ниже. И делаем косой срез. Вот. Отсюда можно заготовить 4-5 хороших черенка. А как вы это понимаете? Будем по 3, да, брать? По 3 почки. По 3 почки. 1, 2, 3, отрезали. Вот. И прямой срез. Прямой. Верхний срез для уменьшения испаряющей поверхности, он делается прямой. Оп, вот смотрите, хорошо. Он получается маленький. А нижний срез, он будет впитывать влагу и питание, поэтому он большой. Мы его делаем косо. Один черенок есть. Один черенок есть. Дальше, как вы считаете? Опять почки. Дальше вот этот тонкий срезаем. Не нужен? Он не нужен. Он слишком тонок для черенкования. Считаем. Опять же, вот почка. Она будет почкой, да? Она будет почкой. Косой срез. Косой срез делаем. Прямой срез превратили в косой. Опять раз, отсчитываем два, 3. И прямой. И делаем прямой. 1,5-2 сантиметра от почки. Вот два черенка. 2 черенка. 2 черенка хватит. Остальные тонкие оказались. Такой аромат. Я их потом заглублю. Хорошо. И, пользуясь нашим местонахождением в Дарьей, да, я покажу еще один способ. Он такой быстрый, да? Быстрый способ размножения. Но только много не получишь. Вот. Сорт очень высокопродуктивный. Он дал 2 ведра. 20 литров ягод. С одного кустика? С одного куста вот получается. Так. Ядреная. 20 литров. 2 ведра по 10 литров. В прошлом году мне он нравится. И для собственного увеличения вот этих ядреных растений, да, я вот прикопал один длинный побег. Осенью прикопал. И он уже где-то в конце августа, да, я его прикопал, он успел пустить корни. То есть прикопал это просто вот так вот? Вот так вот разгреб землю. Это было осенью? Это было осенью, в конце августа. Вот так прикопали? Прикопал и закопал вот так. Вот так. Пользуясь тем, что растение, вот этот куст, побеги у куста некоторые стелятся. А сейчас вот продемонстрируем, как я вот прикопаю. И он где-то через месяц-полтора превратится в самостоятельное растение. Вот. Опять же ямку копаем на 4-5 сантиметров. И прикопали. Оставляем. Потом я их хорошенько полью. А теперь вот это растение, пустившее корни, мы его обрезаем от материнского. И вот достаем, и у нас уже есть. И вот у нас уже готовое будущее растение. Пока я его оставлю здесь, потом найду место, и у меня появится вот
хорошее молодое растение. Иннокентий Аполлонович, а вот все-таки возвращаясь к теме черенкования. Черенки у нас в руках дали, что мы с ними делаем? Мы с ними сейчас делаем еще одну манипуляцию, такую Ага. очень важную, да, очень хитрую. А воду мы принесли, чтобы черенки не высохли, всосали землю. Ага. Не землю, а воду. Воду. И сколько? Они просто так должны лежать? Нет, тут? просто так лежат, Ага. и они буквально сразу начинают впитывать. Мгм. Вот пройдемте туда, к столу, И продолжим дальше. и продолжим. процесс. И мы их посадим прямо в короб. Растение с тремя почками. С тремя почками. Надо стимулировать появление корней. У побегов есть кора, достаточно толстая и прочная. Мы нарушаем их целостность. Вот острый нож якутский, Ага. делаем надрез. Ага. Прямо, не жалея. Вот, одна полоска. Мгм. Ага. Вторая полоска будет. И третья полоска. Это то, что попадет под землю. Мгм. Мгм. Вот, 3 надреза. Некоторые люди даже вот так вот Срезают. зачищают. Зачищают. Это делается для ускорения появления корней. Мгм. Мгм. Корней. И вторую. И второй черенок. То же самое. Делаем Мгм. полоски. Тоненький черенок с карандашину только. Мгм. Поэтому достаточно будет 2 надрезов. Хорошо. Вот. И берем эти черенки, идем к коробу. У меня есть специальные короба, видите, с ручками Мгм. и с готовой почвенной смесью. Почвенная смесь наилучшая. 20% речной песок, 20% перегной, остальное растительная земля. Мгм. Еще опилки. Опилки. Опилки можно процентов 10. Мгм. При этом брать опилки 3-4-летней давности. Лучше. Ага. Молодые опилки, они опасные. Там содержится фенол. Фенол, Мгм. он губителен для растений. Мгм. Вот, берем, подходим к коробу. Я до вашего приезда ошпарил горячей водой. Мгм. Оно остывало, сейчас уже остывшее. Мгм. Ага. Кипятком Ошпарил, обдали, да? кипятком обдал. Это от вредителей, опять же. Это от вредителей, от болезней. Болезни бывают бактериальные, Мгм. вирусные. Их достаточно много. Грибковые тоже. Вот, делаем. Я мужик, поэтому делаю пальчиком. И И его вот так вот смело туда опускаете. смело засовываю косо. Почему я Под делаю углом. косо? Мы живем в Якутии, почвы у нас холодные. Мгм. Поэтому, чтобы черенок находился ближе к теплу, к Мгм. улице, к солнцу, его делаем косо. На западе втыкать прямо. Ага, У них почва теплая. хорошо. Ага. Вот Под косой. углом мы И так все. И И одна дальше. почка торчит наружу. Ага. Мгм. От нее пойдет листок. А от нижних почек и от надрезов пойдут достаточно быстро. Если условия очень хорошие будут, теплые, где-то за месяц. Если условия поскромнее будут, то через 1,5 месяца появится бородка такая Мгм. корней. И мы уже можем их переносить в школу. Школа это что? Школа это где растения, молодые растения выращиваются. Мгм. Подростки, можно сказать, да? Мгм. До кондиции, до взрослой кондиции, когда их можно уже реализовать. Мгм. То есть мы оставляем, Иннокентий Аполлоныч, вот так наши черенки в почве, да? Да? Примерно через какое время, вы говорите, мы уже оттуда их вынимаем? Через месяц, Месяц. в идеальном случае. Ага. А в неидеальном, если будет холодновато, Мгм. будет мало дождей, и по каким-то причинам я хуже буду поливать, то через Мгм. 1,5 месяца.
Ну, лучше перестрахаться через полтора, да? через 1,5 месяца. И мы переносим И это такая уже- борода будет Да, корней. эту конструкцию с бородой мы А. переносим уже непосредственно На грядку. на грядку. уже. На грядку, где мы их рассаживаем по 20 сантиметров уже подальше Мгм. друг от друга. Ну, а там дальше уже в зависимости от сорта ждем, когда Да. оно начнет плодоносить. Да, да. Это обычно происходит на 3-й год, первые ягодки Мгм. появляются. У ядреной, нет, у сорта якутский, вот гибрид сорта и охты, на 2-й год жизни появляются. А, Первые ягодки. Растение маленькое, 1-2 побегика, уже плодоносит немножко, несколько, даже десяток ягодок бывает. мгм. Как уже сказал Иннокентий Аполлонович, черенкование – это такой процесс, который проходит практически круглогодично. То есть есть весеннее черенкование, о котором мы сейчас поговорили и показали. Также есть осеннее и летнее. Перейдем, наверное, к летнему, К растениям уже, к растению. укоренившимся растениям Пойдемте посмотрим. прошлогоднего летнего Черенкование. черенкования. То есть летом вы Летом я 10-15 июня мгм, также таким же А. способом, да? нет, он Другим? немножко другой способ, да? Мгм. Просто верхушки где-то с 3-4 листьями, уже Лист- появившимися листьями. Новыми. Срезал, косо срезал, Ага. не срезая верхушки, Мгм. только косо срезал 6-7 сантиметровые такие побеги Мгм. сверху. Оно называется зеленое летнее черенкование. Мгм. И их поместил опять же в короба, Мгм. и они до осени пускали корни. Корни. А осенью я их пересадил сюда. Мгм. Они скоро очень бурно вырастут. Вот. Все они прижились. Вот смотрите, мы видим уже Мгм. 100% Вот это приживание. вот это вот называется школа. Ага. Между растениями 20-30 сантиметров. Мгм. И они тут вырастают до производственной кондиции, когда их можно реализовать. Мгм. Мгм. Опять ждем подрастания и Да. уже на грядку. Осенью это будет уже товар, готовый товар. перемещаем. Это зеленые черенки сорта якутская. Мгм. Гибрид охты и черной смородины. И вот обратите внимание, листики уже все пошли, Да. а значит жизнь есть. Ага. Приживаемость 100%. Стопроцентная. Это было летнее черенкование. Это было летнее черенкование. Осталось поговорить об осеннем. Об осенних. Осталось показать осенние Мгм. черенки. Перед вами черенки осеннего периода, да? Мгм. Я делал где-то после 20 сентября, перед самым замерзанием земли. Видите, почки набухли, мы видим. листья уже распускаются. Это означает, что они чувствуют себя хорошо, почти 100%, да? Вот я хотела спросить, по этим палочкам можно понять, что все прижилось или нет? По этим палочкам можно понять, потому что, я еще раз Вот показываю, листочки есть. почки распускаются, Вот почки. появляются листья. Это означает, что уже там под землей появляются корни. Мгм. Растение уже питается. Все, Ага. то есть вы, по сути, просто обрезали их, да? Я, по сути, их только обрезал. Верхний срез делается такой Косой. прямой. Прямой? Нижний срез для увеличения всасывающей поверхности, он делается косой. Мгм. Ага. Здесь видно, что верхний срез Да, прямой мы видим. прямой. А в нижней косой и в Ага. землю, да? Тут в учебниках и в Ютубе, да, всякие советы, в книгах, да, Мгм. кто-то предпочитает 3 почки, кто-то 4 почки. Я считаю, это роли не играет особой. Мгм. Иннокентий Аполлонович, спасибо большое вам за то, что поделились своим опытом. Ваш опыт, он, конечно же, очень необходим для жителей нашей республики, потому что кто, как не вы, расскажете все свои секреты. А вы их не скрываете, да? Да. Спасибо вам большое. Ну и мы, конечно, ждем, Пожалуйста. когда же начнет плодоносить. Обращайтесь. наша смородина, да. Ну и, собственно, я думаю, уже летом обязательно снимем еще один выпуск программы «Мы вам покажем», где мы уже непосредственно покажем вам ту самую крупную, вкусную, сочную, лучшую на свете черную смородину. До новых встреч! До свидания.